Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники нашего вебинара. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре «Профилактика негативных социально-психологических явлений. Духовно-нравственный аспект». Надеюсь, что сегодня с нами социальные педагоги по возможности, педагоги, может быть, психологи, классные руководители, и, конечно же, главная аудитория, на которую рассчитан наш вебинар, это родители. Я являюсь социальным педагогом Центра вдохновения, Центра дополнительного образования детей вдохновения. Также являюсь специалистом Республиканского консультационного центра и старшим преподавателем Института социальных технологий Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Ванда Цветановна Попова меня зовут. Сегодня мы заявили очень актуальную тему. Судя по количеству участников, понимаю, что данная тема волнует и родителей, и педагогов, и меня, в частности, по роду моей деятельности. Эта тема, конечно же, сегодня очень трогает. Почему? Потому что социальный педагог – это тот человек, который занимается как раз детьми трудными. Чаще всего трудные дети – это дети трудных родителей. У нас есть сегодня очень разные статусы семьи, в том числе семьи неблагополучные. Это вы, наверное, хорошо уже знаете о том, какие факторы риска сегодня существуют. И неблагополучная семья, она может быть по разным критериям сегодня расценена быть. Но, тем не менее, мы с вами сегодня должны обратить внимание, что для нас самым главным, приоритетным, это являются те документы, которые сегодня признаны на государственном уровне, и государство, естественно, поддерживает наши российские традиционные духовные ценности. Поэтому с вами сегодня буду рассматривать духовно-нравственный аспект данной темы. Также я хочу еще раз напомнить, что именно концепция духовно-нравственного воспитания нам указывает на важнейшую цель современного отечественного образования. И одной из приоритетных задач общества является именно высоконравственный, ответственный, творческий, инициативный, компетентный гражданин России. Но поскольку у нас существует некое противоречие, во-первых, общество нуждается в личности, обладающей гражданской позицией, но недостаточно разработана проблема, данное формирование социально активной личности в педагогической науке и практике. Поэтому с вами сегодня попытаемся разобраться. Очень часто мнение бытует, что образование – это отдельный процесс от воспитания. Однако в законе об образовании сказано, что это единый целенаправленный процесс и воспитания, и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемым в интересах человека, семьи, общества и государства. Общается, что обучение и воспитание, они неотделимы. И каким образом ребенок получит образование, каким он будет, в общем-то, и человеком, потому что просвещенный человек, образованный человек, это, наверное, сегодня хотелось бы поставить между этими понятиями знак равенства. А образование в руках человека невоспитанного все равно, что меч в руках дикаря. Это слова еще Дмитрия Ивановича Менделеева, то есть эта фраза сегодня, эта цитата является также актуальной. Сегодня мы поговорим о смысловых установках образования, развитии образованной, компетентной и просвещенной личности. Вот это слово от слова просвещение, просвещенность личности, в чем же она заключается? Это, конечно же, прежде всего осознанное, ответственное решение разноплановых задач. И, как сказал Владимир Даль, просвещение одной наукой, одного только ума, односторонне и не ведет к добру. То есть получается, что если ребенок познает научные знания в процессе обучения, однако они не связаны с его картиной мира, то образование становится однобоким. И вот это воспитательная как раз компонента, воспитательный результат, он практически может отсутствовать. И мне вот сегодня хотелось бы привести слова Франка. Мы живем в век, распространяющийся все шире чувство смысла, утраты. В такой век воспитание должно быть направлено на то, чтобы не только передавать знания, но и оттачивать совесть,
так чтобы человеку хватило чуткости расслышать требования, содержащиеся в каждой отдельной ситуации. Вот это оттачивание совести, это, наверное, задача сегодня стоит, задача номер один. Вообще понятие совесть, оно сегодня должно быть в каждой программе воспитания, потому что мы как-то все больше ориентируемся сегодня на мероприятия, на досуг, на развлечения, может быть, детей, на их потребности, да, а вот чтобы у них была потребность действовать согласно совести, вот организовать эти условия для обучающихся, это, наверное, сегодня тоже стоит вопрос и задача очень остро. Профилактическая деятельность, она связана как раз не с насильственными методами, она связана с понятиями и смысла образованием. То, что нам сегодня говорится в личностный результат, это прежде всего смысла образования. То есть я действую, я живу и понимаю, почему именно так я поступаю, согласно своим каким-то нравственным критериям. И сегодня, уважаемые родители, участники вебинара, мне бы хотелось обратить ваше внимание на такое понятие, как социальный интеллект. Наверное, об этом сегодня тоже нужно вести речь, потому что мы говорим о познавательной деятельности, но сегодня стоит очень острая задача – социализация обучающихся. Почему наши дети бывают очень агрессивными? Потому что у них иногда не развито вот это чувство эмпатии, может быть, отсутствует позитивное и конструктивное отношение к собственной личности. Чаще всего дети, если получают некие ярлыки, то есть неуспешный, неудачный, агрессивный, там еще какие-то слова в адрес себя, может быть, слышит ребенок чаще всего в контексте негативных каких-то проявлений, то, соответственно, у него всегда будет формироваться чувство агрессии. И это как принцип зеркала. То есть, что ребенок слышит, что ребенок видит, он чаще всего то и демонстрирует. Поэтому навыки позитивного общения – это тоже часть социального интеллекта личности. Навыки управления собственными эмоциями, эмоциональным состоянием. Сегодня тоже об этом хочу поговорить более детально. Эмоция, она бывает разная. Мы не говорим, что мы не можем выражать свои эмоции. Мы должны говорить о том, каким образом грамотно выражать ту или иную эмоцию. И вот сегодня, опять же, фактор неблагополучия – это агрессия. Агрессия связана с чувством гнева. Хочу уделить этому чувству, этой эмоции немножечко более позднее, более подробно хочу остановиться на этой эмоции. Что такое навыки адекватного поведения в сложных жизненных ситуациях? Адекватное поведение в сложных жизненных ситуациях – это умение не только сохранить спокойствие, мир в душе, но и грамотно реагировать на какие-то, может быть, сложности. Потому что очень часто вот сегодня происходят некие такие оценочные суждения по поводу того или иного негативного фактора. Однако, если мы не будем учиться сами реагировать правильно на какие-то сложности, а может быть негативные даже явления, точно так же не смогут реагировать адекватно и наши дети. И вот принятие решения, это иногда бывает такая очень важная компетентность, когда некогда времени даже нет возможности обдумать, а вот принять самостоятельное и правильно взвешенное решение, вот такая вот, может быть, стрессоустойчивость к каким-то факторам негативным, опять же, навык умения решать проблемные ситуации, критически мыслить, анализировать и систематизировать, ориентироваться в постоянно меняющейся жизненной ситуации и, конечно же, навыки творческого мышления. Вот это все критерии социального интеллекта, который сегодня также должен формироваться, как и различные рода компетентности, связанные с процессом познания. И вот в этой связи хотелось бы мне сказать, что социальный интеллект, он также связан с эмоциональным интеллектом. Это взаимообусловлено, это все взаимообусловлено и взаимодополняющие понятия. Эмоциональный интеллект – это как мы понимаем, что мы чувствуем, и
должны примерно понимать, и чувство эмпатии должны развивать в себе, что чувствуют в этот момент окружающие. Вот если мы будем управлять, научимся управлять своими чувствами, то тогда наши знания, они станут для жизни полезными. То есть получается, что знание, оно не само по себе, а именно в понимании, в осознании и управлении. Управление своими поступками, понимание, что есть хорошо, а что есть плохо. Понятно, что дело, наше общество, оно нам очень часто приводит некое размытые понятия, допустим, по поводу терминов «хорошо» и «плохо», но мы с вами хорошо знаем, что есть у нас прекрасное стихотворение, что такое хорошо и что такое плохо, и крошка сын к отцу пришел и сказала: «Кроха, что такое хорошо и что такое плохо». Конечно же, сегодня, может быть, многие дети в дошкольном возрасте это стихотворение, может быть, о нем и не слышали. И хорошо было бы именно с дошкольного возраста учить детей уметь отделять понятия одно от другого, знать, что такое добро и зло. И, конечно, для этого тоже очень хорошо, если взрослые систематически работают с ребенком по понятиям, по смыслам, по ценностям. И вот здесь как раз структура эмоционального интеллекта, она состоит из осознанной регуляции эмоциями, пониманием, осмыслением, что со мной происходит, почему я так реагирую остро на той или иной раздражитель. И, конечно же, необходимо самому вовремя остановиться. И если человек охвачен чувством гнева, то, конечно же, распознать это чувство, эту эмоцию в самом себе бывает очень сложно. И отсюда распространяются такие явления, как осуждение других людей. А вот что такое осуждение? Мы можем подобрать здесь однокоренные слова. Суждение, однокоренное слово. Чем отличается слово суждение от осуждения? Суждение – это взвешенное, такое эмоционально уравновешенное отношение к той или иной ситуации, к тому или иному человеку. И как только мы добавляем приставку «о», у нас наше суждение переходит в осуждение. И вот здесь уже мы иногда можем и не выражать эмоции словами, но человек, который находится рядом, он обязательно будет чувствовать это негативное, эмоционально выраженное отношение к самому себе. И это, конечно же, очень хорошо чувствуют наши дети. Они приходят иногда и говорят: сегодня столкнулся с такой ситуацией, что почувствовал, что меня не любят. А как это проявилось? Может быть, какой-то признак этой нелюбви? Нет, я просто это ощущаю на себе. То есть иногда даже не нужно никакого действия в осуществлении ребенка, чтобы он почувствовал, что к нему плохо расположены. И это бывает, идет от друзей, от одноклассников. Бывает, что это даже может быть взаимоотношения в коллективе взрослых людей, такое эмоционально выраженное неумение относиться к человеку доброжелательно, с пониманием, с сочувствием. И очень часто этот выраженный эмоциональный подтекст осуждения, он распространяется на уровне вибраций, то есть человек иногда чувствует это, и ему тяжело от этого становится. И это бывает очень часто выливается в агрессию. Дальше используются эмоции в мыслительной активности. Понятное дело, что то или иное знание, которое я получаю, эмоционально также находит отражение в подсознании. То есть для чего мне это, как я могу это применить и что мне с этим делать. И здесь можно рассмотреть основные виды эмоций, которые присущи ребенку уже с самого раннего возраста. И он может проявлять интерес, может проявлять радость, удивление, а может он точно так же наряду с позитивными эмоциями и чувствами испытывать страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд. Эти чувства, эти эмоции, они уже относятся к разряду негативных.
И вот если мы работаем с ребенком, мы, конечно же, должны стараться, стремиться, будучи родителями, педагогами, проговаривать с ребенком, что такое, какое у тебя сегодня настроение, какие у тебя чувства сегодня были по отношению к тому или иному конкретному действию, делу, событию. И это очень важно, потому что очень часто ребенок, находясь сам с собой наедине, он не умеет осмыслить, что с ним происходит, и его переживания, они закладываются на уровень подсознания, накапливаются в виде обид, и чаще всего это ребенок с этим не справляясь, он либо заболевает, либо же проявляет агрессию, либо же вырастает и несет в себе этот весь багаж негативных переживаний по жизни, что приводит, может быть, к деструктивному поведению в том числе. Как же мы можем работать с эмоциями? Во-первых, мы как педагоги знаем, что у ребенка на занятии есть некий внутренний взор, то есть то, что он видит на экране. Чаще всего мы предлагаем ему познакомиться с той или иной информацией. Далее мы предлагаем ему информацию эту на слух воспринять. И, конечно же, мало, наверное, уделяем процессу, что же ребенок услышал. Может быть, больше задаем вопрос, что он увидел на экране. И совсем меньше, в меньшей степени мы задаемся вопросом и задаем вопрос этот ребенку, что вы почувствовали в процессе восприятия информации. А может быть, что-то вас взволновало, и, соответственно, вот эта работа с эмоциями, она должна проходить не только в рамках внеурочной деятельности или же в досуговой деятельности, но и в том числе и в учебном процессе. И таким образом у ребенка меньше будет внутреннего противоречия, меньше будет конфликта с какими-то внутренними переживаниями. И еще хотела бы привести вот такую вот пирамиду. Мы, наверное, может быть, задумываемся, а может быть, не задумываемся, может быть, придаем значение, а может быть, в меньшей степени придаем значение тому, что люди запоминают 10% от того, что прочитано, 20% от услышанного, 30% от увиденного, 50% от услышанного и увиденного, 70% сказанного или написанного, и 90% человек усваивает информации, если он сам говорит об этом, пишет об этом, и таким образом происходит это уже действие его, осознанное, осмысленное действие. Потому что если он сам говорит, это значит, что он принял во внимание, и это является его уже внутренним содержанием того, что он делает и о чем он высказывается. Поэтому нам необходимо с детьми больше работать на результат. А результат, он в чем может выражаться? Результат может выражаться в том, чтобы научить ребенка именно осмысленному, опять же, обучению. Почему говорю об осмысленном обучении? Потому что сегодня в условиях, скажем так, пандемии, может быть, очень часто бывают классы закрываются на карантины, дети с родителями остаются наедине. Бывает, что дети остаются и без родителей наедине. И, соответственно, вот эта готовность к тому, чтобы фильтровать содержание той информации, которую мы получаем через сайты в процессе обучения, естественно, ребенку, может быть, ему еще очень сложно сориентироваться. Поэтому родителям, конечно же, в этой ситуации надо очень много работать не только над самообразованием, но и над созданием тех условий, чтобы разговаривать с родителем, с ребенком и учить его фильтровать эту информацию. Если ребенок находится очень долгое время в интернете, работает или учится, или же играет, либо же общается в соцсетях, соответственно, здесь могут, конечно, быть не соблюдены нормы Санпин, то есть мы понимаем, что сегодня очень
сложно их соблюсти, потому что на самом деле гаджетная зависимость это одна из, наверное, самых главных угроз нашего времени. И очень много девиаций, в том числе, они происходят именно через негативное неумение фильтровать ту информацию, которую ребенок получает. И мне сегодня попалась вот такая информация, как я ее проанализировала и немножечко познакомилась с ней. Это паспорт стратегии до 2030 года «Цифровая трансформация образования». Этот проект, он утвержден 15 июля 2021 года. Цифровая трансформация образования, это в проекте, в общем-то, мы понимать должны, что с чем мы будем сталкиваться в ближайшие 9 лет, потому что на перспективу в этом проекте говорится о том, что создаются сервисы, библиотека цифрового образовательного контента, цифровой помощник ученика, цифровое портфолио ученика, цифровой помощник родителя, цифровой помощник учителя. Это значит, что на протяжении 9 лет, ближайшая перспектива, каждому образовательному учреждению, организации, возможно, каждому педагогу и родителю придется осваивать новые образовательные технологии с использованием дистанционного образования. И в данном проекте обозначена цифра обучения с использованием дистанционных технологий в районе 33% от общего количества учебных предметов. Это значит требование времени, к этому надо относиться с полной ответственностью, осознанно, и к этому надо быть готовыми. Поэтому наша задача быть вооруженными теми знаниями, которые нам пригодятся для того, чтобы нам с вами быть помощниками своим детям в их прохождении дальнейшего обучения. И, соответственно, ответственность на родителя ложится колоссальная. Поэтому сегодня мы понимаем, что ответственность за воспитание детей, оно не только прерогатива школы, но прежде всего это обязанность самого родителя в полной высшей степени. Научить ребенка в такой ситуации и общаться, и уметь анализировать, и уметь быть социализированным в этом обществе, это, конечно, задача очень серьезная. Ну вот, и хотелось бы мне сказать еще о таких цифрах, которые говорят о росте все-таки преступности в нашей республике. Вот 2019 год, количество респондентов, которые участвовали в опросе, это 1436 человек детей в 2019 году, и в 2020 году это 1373. То есть уменьшилось количество детей, но вот удельный вес подростковой преступности по России в 2019 году это 3,5%, а по Республике Коми это 4,3%. То есть получается, вот именно в 9 районах муниципальных образований Республики Коми рост преступности, он, конечно же, присутствует, и деструктивное поведение, оно остается фактором риска в этой ситуации. Ну, что еще хотелось бы мне сказать? Ну, почему у нас сегодня цифровая платформа развивается? Это, конечно, связано не только с тем, что действительно рост заболеваемости коронавирусом, но это еще и возможность направить в нужное русло, потому что связано с тем, что дети зависят очень сильно от цифровых технологий, от продуктов в процессе обучения, воспитания, развития, от гаджетов. И, конечно же, если ребенок находится очень большое количество с использованием данного устройства, то лучше бы, конечно, чтобы он знал те сайты, которые помогут ему
все-таки даже где-то самостоятельно почерпнуть ту нужную информацию, которая ему пригодится в жизни, чему-то научиться, так скажем. Еще одна проблема в том, что у нас сегодня очень много учебников, очень много тех, может быть, учебников, которые имеют устаревшую информацию. Информацию из этих учебников изъять практически невозможно, поэтому здесь еще и проблема вот не только форс-мажорных каких-то обстоятельств, но и создание единого цифрового образовательного пространства именно с таким вот контентом, который построен на индивидуальную траекторию каждого ученика с помощью интеллектуальных алгоритмов. Также переход к электронному документообороту в рамках всей системы образования с одновременной минимизацией бумажного документооборота. А также еще одна из задач – это формирование цифрового портфолио ученика. Понятное дело, что риски существуют, да, тут серьезный очень такой проект, очень серьезная задача. Вот, вы, в общем-то, этот документ в открытом доступе. Еще раз хочу, значит, сказать о том, как он называется. Каждый из вас может познакомиться с ним, проанализировать его, потому что вот, цифровая трансформация образования, проект, он на сайте Министерства просвещения Российской Федерации, и я думаю, что мы тоже должны, ну, как сказать, быть уверены в том, что от нас очень многое зависит, насколько мы готовы, насколько мы грамотны, насколько мы можем помочь друг другу в этой области, и каким образом наша готовность, наша компетентность может быть нам помощником. Также хочу сказать о том, что у нас в 2018 году была разработана авторская программа «Азбука права», программа курсов внеурочной деятельности, гражданско-правового просвещения. Данная программа курсов внеурочной деятельности была предназначена для образовательных организаций в части организации внеурочной занятости детей. Программа имеет статус авторской, она расположена на сайте Коми Республиканского института развития и образования в электронных ресурсах. С этой программой можно познакомиться. Я уже неоднократно говорила о содержании этой программы, и что Аристотель еще сказал, что никакой пользы не принесут самые полезные законы, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны. И вот для русского человека это особо важная задача быть человеком государственным, потому что если человек забывает, что он гражданин России и в духе его не будет воспитан, то, соответственно, этот человек может быть, ну, скажем так, распространителем заведомо ложной информации, носящей экстремистские какие-то идеи. И, конечно же, что сегодня очень является опасным, и об этом я еще скажу, то есть какая у нас есть сегодня нормативно-правовая база в отношении людей, которые не в том духе, так скажем, идут, и, в общем-то, вместо того, чтобы конструктивно относиться и реагировать на ту или иную ситуацию, они вызывают некую такую агрессию на все, что происходит в мире. Вот. Для людей верующих, православных, воцерковленных людей, конечно, это все очень такие чуждые тенденции, потому что именно православная культура, духовно-нравственное воспитание приводит к человеку к пониманию смысла жизни на земле, и вот именно этот мирный дух и сосредоточение в себе вот этого фактора миротворческой деятельности – это первоочередная задача воспитания гражданина России. Владимир Владимирович Путин как гарант стабильности нашего государства. И поэтому, конечно же, имея такого руководителя, мы понимаем, что существующие противоречия в нашем обществе, они все-таки должны быть не адресованы в адрес нашего правительства, потому что
на самом деле от нас очень многое зависит, как мы живем и в каком направлении мы двигаемся. Еще философ Иван Ильин говорил, что государственное политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца, и ни в коем случае не в каких-то политических массовых мероприятиях, которые могут привести к обострению и так сложившейся, может быть, ситуации не очень спокойной в нашем обществе. И вот те вопросы, которые мы обсуждали на последнем мероприятии, вот, в котором я представляла эту программу «Азбука права», что, конечно, проблемы детей – отражение проблем семьи. Если в семье постоянно дети слышат негативное отношение к своему государству, к обществу, к отечеству, к школе, к всему, что сегодня на что мы реагируем, так скажем, что для нас очень близко и дорого, то проблемы детей будут усугубляться. У детей появляется тоже страх, у детей появляется непонимание, почему вот такое агрессивное общество сегодня. То есть жестокость, она не только в средствах массовой информации может быть увидена детьми, но и в собственной семье, в общем-то в окружении близких людей. И откуда эмоциональный будет интеллект развиваться, откуда будет конструктивная форма поведения, если не будет мира и порядка в душах, прежде всего, наших соотечественных, наших людей, наших семей. И вот отсюда возникает некая вот форма различных видов зависимости. Профилактические мероприятия в образовательных организациях по предупреждению деструктивного поведения детей и подростков чаще всего носят тоже мероприятивный характер. Мероприятие – это не значит, что это профилактическая мера. То есть мера принята иногда по факту, а не как позитивная такая вот деятельность, которая бы как система занималась именно просвещением ума, воспитанием души, отношением трепетным к ребенку как личности. Ну и что такое профилактика экстремизма и терроризма? Это, конечно же, мы сегодня тоже об этом еще раз посмотрим на документы. Сегодня правовое сознание молодых членов общества, вот я как преподаватель нашего Сыктывкарского государственного университета общаюсь с молодежью, и, конечно же, мне хотелось бы всегда, чтобы наша молодежь была просвещенной, грамотной, чувствовала себя востребованной в нашем государстве, что понимающей, что гражданская ответственность и те факторы, которые сегодня зависят именно в первую очередь от нас самих, мы должны ответственность прежде всего возлагать на самих себя. Потому что, спрашивая себя самого, ты, возможно, имеешь понимание того, какова мера ответственности. Поэтому правовое воспитание – это система мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национально-правовой культуры. Какие базовые национальные ценности у нас сегодня отражены, в программе также отражены. И здесь мы также говорим об очень современной форме итогового контроля – это правовое портфолио. Правовое портфолио, оно вот представлено на этом слайде, я не буду подробно читать каждый пункт, каждый из вас может и, скорее всего, имеет представление, что такое портфолио ребенка, и этому в дальнейшем будет уделяться очень большое значение в системе образования. Также хотелось бы обратить внимание, что в программе заложены поэтапно, по принципу цикличности, по годам обучения усложнение тем. Это знакомство с Конституцией Российской Федерации, теми поправками, которые внесены в Конституцию, и о приоритете именно детства, да, то есть мы сегодня понимаем, что вот этот вот приоритет – это как общенациональная задача. Сегодня во имя детей очень много всего, вроде бы, казалось бы, положительных моментов каких-то, да, но тем не менее хотелось бы, конечно, наверное, чтобы наше педагогическое сообщество и родительское сообщество все-таки больше уделяло внутреннему миру, да, чтобы мы понимали, что внутренний мир ребенка формируется именно под воздействием родительских установок.
с какой установкой выйдет ребенок в жизнь, это очень во многом зависит от нас, от взрослых. Ну и от прав и обязанностей, конечно же, хотелось бы перейти на понятие ответственность. И вот испокон веков тысячелетний идеал – это Святая Русь, и Святая Русь – это, конечно же, сегодня понятие, чтобы оно не было в разряде устаревших, и каким-то мы образом должны нести вот этот свет для нашим детям, чтобы они понимали, что наша Родина – это тысячелетняя история, это великая победа в Великой Отечественной войне, что это богатейший опыт, тысячелетние идеалы, это наши соотечественники, это наши святые, которые отдали, можно сказать, положили свою жизнь за веру царя Отечества. И этот тысячелетний идеал, конечно же, он сегодня не может быть подвержен каким-то сомнениям. И здесь мне бы хотелось сказать, чтобы этот идеал Святой Руси, он сохранялся в нашем с вами, прежде всего, сознании нас, как взрослых людей, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. И чтобы вот это чувство гордости наши дети смогли испытывать, независимо от той ситуации, которая была бы в нашей жизни, и какие бы нам факторы, какие бы условия, там, что бы ни пришло, мы должны нести ответственность за то, что мы несем детям. И вот я хочу сказать, что, наверное, каждый народ выбрал какой-то эпитет по отношению к своей родине. Итальянцы называют родину солнечной, англичане любят выражение «старая Англия», французы говорят о прекрасной Франции, немцы об ученой Германии. И вот это желание подчеркнуть, показать, что да, при многообразии различных культур, при многообразии различных верований, при многообразии религий, мы все объединены чем? Мы объединены тем, что мы относимся к своей родине очень трепетно. И хоть и мы, и сегодня у нас наши пограничники, которые охраняют наши государственные границы, несут свою, так скажем, ношу, несут свое служение. Должны это все сегодня в наших программах воспитания, все это должны отразить. Почему? Потому что, не зная, что стоит за огромным трудом по обеспечению, например, нашего Отечества, именно наши вооруженные силы, то есть нам есть действительно чем гордиться. У нас главнокомандующий, у нас вооруженные силы, у нас служение Отечеству – это все-таки престижная, почетная обязанность молодых людей, которые достигают определенного возраста. И это не только высокие слова, но это и тот ресурс, это тот потенциал, за которым стоит наше будущее. И мы, конечно же, к этому тоже должны как-то свое отношение проявлять. Это героико-патриотическая тематика, это наши герои. Потому что вот когда разговариваем с детьми, студентами, там, допустим, молодежью, с детьми, иногда их идеалы не совпадают с нашими. И, конечно же, здесь вот можно интегрировать, да, новые знания у детей с теми знаниями о великой истории и культуре нашего народа. Конечно же, мы должны просвещать, помогать детям познать, что такое Великая Отечественная война, что такое великое событие, которое связано с той или иной битвой. И, конечно же, здесь вот тема гражданского долга, гражданского, может быть, патриотизма, и все это воедино должно быть взаимосвязано. Хотелось бы еще остановиться на такой проблеме, как вот великое, наверное, совершается в малом. Иногда мы можем пройти мимо какого-то события, может, поступка нехорошего со стороны ребенка. А вот учим ли мы нравственную оценку давать этому событию
или не учим. Вот это уже зависит от, опять же, от нашего с вами выбора, от нашей с вами педагогической степени ответственности, осознания той меры ответственности, что ребенок это существо, это живая душа, личность, которая очень сильно нуждается в укреплении, в поддержке. И вот здесь вот этот вот пример автора Сеева и вот рассказ, который я здесь привожу, данного автора, с таким вот упреком: как вам не стыдно? А дети говорят о том: а что стыдно, мы ничего не делали, удивились мальчики. Вот это и плохо, гневно ответила женщина. Вот такие ситуации, наверное, когда гневно отвечают детям и хотят каким-то образом их нацелить на правильный путь, мне кажется, вот этот гнев, он как раз не носит воспитательный такой вот результат, не дает воспитательный результат. Почему? Потому что именно пока ты не чувствуешь уверенность сказать слово без гнева, ты, в принципе, наверное, не имеешь и права говорить какую-то информацию с негативным подтекстом, потому что она не будет воспринята как позитивная информация, и, конечно же, стыдно, возможно, и не станет, потому что гнев вызывает агрессию. И мы, наверное, как взрослые люди, очень хорошо понимаем, когда к нам обращаются гневно, какая у нас реакция? Мы, конечно же, хотим защитить себя. И это, опять же, принцип зеркала, то есть мы видим обратную сторону в самих себе, что мы реагируем на бестактность, очень часто грубо. А вот если бы мы, каждый из нас, умел регулировать свои фразы, иногда бывает веская фраза, сказанная где-то с любовью, с уважением, она гораздо более эффективна, более действенна, нежели фраза, сказанная так невзначай, грубо, необдуманно. И поэтому вот результат воспитательный, он, конечно, зависит очень во многом от нашей, опять же, нравственной позиции. Какие же еще средства можно применять? И родителям, и педагогам очень прекрасные средства – это средства мультипликации кино. И вот посмотрите, обратите, пожалуйста, внимание. Здесь вот на этом слайде даны понятия: добродетель и порок, свобода и моральный выбор, свобода, ответственность, моральный долг, справедливость, альтруизм и эгоизм, дружба. Это все наши нравственные ценности. И вот если взрослый человек не задумывается над тем, какую воспитательную идею несет тот или иной фильм или мультфильм, то вообще стоит ли показывать, и вообще есть ли что анализировать, если ребенок посмотрел это самостоятельно. Если нечего проанализировать, то, скорее всего, этот мультфильм или фильм, он не только будет потерянным временем для ребенка, но и очень часто бывает, когда говорят ни хорошего, ни плохого, то обязательно будет плохое. То есть получается, что смысловая нагрузка того или иного средства воспитания, она должна присутствовать. Смысловая нагрузка. Опять же говорю о достижении результатов. Ну и также хотелось бы напомнить о некоторых игровых моментах, приемах. Наверное, мы, родители, редко играем с детьми, а детям как раз даже в начальном школьном возрасте, если не играть с детьми, то они будут играть, скорее всего, сами с собой через гаджеты. И когда бы мы им позвонили, если ребенок находится в игровой деятельности через гаджет, то он чаще всего будет встречать нас недовольным видом: ну почему ты звонишь, ты меня отвлекаешь от игры. И происходит отчуждение, разобщение. А вот когда мы приводим такие вот занятия в игровой форме с детьми, то учимся и не только сближаемся с детьми, но и учимся общению, учимся каким-то важным ценностям. И вот здесь такая вот хорошая игра, которую я очень часто люблю использовать: если хочешь быть со мной, что отдашь земле родной. И вот это вот чувство патриотизма, чувство Родины, оно тоже может через эту игру формироваться. Вот, например, можно сказать, конечно, когда вырастешь: посажу сад, буду строить красивые дома, буду печь вкусный хлеб.
Конечно же, здесь можно по-разному варьировать, в зависимости от ситуации, от количества детей. Можно парами, можно в виде ручейка, можно просто наедине с ребенком. И вот эта игра может превратиться в разговор по душам. Вот как мало нам сегодня не хватает времени на то, чтобы поговорить с ребенком по душам. И вот когда мы играем в эту игру, а потом, значит, ребенок, ну вот у меня, например, говорит, в мультфильме про фиксиков сказали, что в ближайшее время вместо людей все будут делать роботы. Вот. Ну и тогда людям самим ничего не нужно будет отдавать своей родной земле, потому что за него все сделают роботы. Как к этому можно отнестись? И мы этот диалог развиваем через игру. Вот эту вот душевную беседу можно организовать и таким образом довести до сознания ребенка, что, конечно, время меняется. Действительно, может быть, в фиксиках сказали о том, что в ближайшем будущем телевизор будет как коврик прикрепляться на стену, и можно будет его как коврик складывать в чемоданчик и носить везде с собой. Но опять же, вспоминаем такой хороший фильм, в советское время еще я смотрела «Приключения электроника». И вот когда с ребенком разговариваешь, в «Приключении электроника» там был робот и человек. Чем они друг от друга отличались? Да, робот не умел плакать, он не умел выражать эмоции, он был, можно сказать, таким вот бессердечным. А потом в конце мы вдруг чувствуем, что робот превратился в человека. Как это произошло? Это, конечно, чудо, это, конечно, фантастика. Но что отличает человека от робота? Электроник стал плакать, улыбаться, и самое главное, что он почувствовал – любовь. Любовь. А как можно почувствовать любовь? Любовь можно почувствовать только имея сердце. И вот эта вот сердечность, которой нам с вами всем не хватает, и чтобы мы не стали роботами, а пусть лучше роботы станут людьми и будут чувствовать так же, как мы люди. Ну, это, конечно, тоже фантастика, но, тем не менее, хочется донести вот эту мысль, чтобы мы не превратились все в роботов, мы должны постоянно понимать, что в нашем сердце происходит, что с нашей душой, не обиделись ли мы на кого-то, не рассердились ли, не разгневались, не отчаялись ли мы, не находимся ли в ситуации постоянного стресса, потому что именно стресс может привести нас к различным психоэмоциональным расстройствам, а в последующем может привести даже к различным серьезным осложнениям. И, конечно же, защита, самая главная защита от всех вирусов. Я думаю, что это очень такое радостное и благостное отношение к окружающим людям. И через это мы таким образом защищаем свой внутренний мир не только от неблагоприятных факторов, но в том числе и от стресса, который потом в будущем может привести, а может не привести к какому-то или иному заболеванию. Вот хотелось мне обратить ваше внимание в моей теме на еще один момент. Что такое линговая экология? Хочешь истребить народ, истреби его язык. Становлюсь очень часто свидетелем диалога подростков. Общаются они на языке абсолютно чуждом. То есть такое ощущение, что они забыли вот эту фразу, которую мы выучили в свое время, великий и могучий русский язык. Он настолько богат, мы столько слов, столько красивых эпитетов можем подобрать, именно изучая наш язык. В языке, несомненно, огромный клад. И вот когда мы не ставим эту проблему во главе угла, вопрос именно линговой экологии, а почему нужно красивые слова использовать, почему нужно культуру речи в себе развивать, почему нам очень важно уметь вообще выстраивать устную и письменную речь. Наверное, это сегодня проблема, может быть, волнует отдельных людей, но общество в целом, мне кажется, что сегодня особого значения этой проблеме не придает, а именно неблагополучие, деформации личности начинаются с языковой вот этой проблемы. Если мы перестаем общаться на родном языке, именно благодаря литературному языку, а не
используя жаргоны, слова для связки, сленг, мат, что самое, конечно, негативное проявление, то таким образом наш внутренний мир переходит, может быть, к отсутствию понимания, что наши внутренние проблемы – это проблемы нашего общества, что это неразделимо, что если мы больны, то, соответственно, общество становится больным. И с кого мы должны спрашивать? Конечно же, в первую очередь себя. А что мы сделали для того, чтобы не заболеть вот этой проблемой? И экологическая проблема, глобальная проблема, она сегодня тоже связана с проблемой биосферы, семиосферы. Об этом говорят наши ученые, на этом строится концепция биологического пространства, биосферы, планетарное пространство формируется тоже посредством слов, те, которые мы произносим. И мне бы хотелось сказать о том, что ученые сегодня работают над проблемой, чтобы вот наша Земля не вступила в период катастрофы, чтобы эта катастрофа не произошла, чтобы экологический кризис не сформировался окончательно и не перешел в такую глобальную проблему мирового масштаба. Конечно, это зависит прежде всего от человеческой деятельности, от его вот именно человеческих и нравственных качеств в том числе, и от состояния нашего языка. То есть, если наше состояние как следствие признака деградации морального падения всего общества, то язык – это один из факторов проявления этого негативного состояния. Вот много лет назад на курсах повышения квалификации, когда они проводились в очной форме, у нас был Центр духовно-нравственно-патриотического воспитания, и проводилось исследование различных категорий респондентов, учителей, которым задавался вопрос по поводу отношения к языковой культуре. И многие педагоги говорили о том, что да, действительно происходит падение общеязыковой культуры в обществе у детей и подростков, отсутствует цензура в СМИ на ненормативную лексику, неэффективность средств и способов борьбы за чистоту языка. И, конечно же, мы ссылаемся на отсутствие культуры языковой, может быть, в средствах массовой информации, недостаточный уровень преподавания русского языка в школе и, может быть, отсутствие в России правовой основы по сбережению языка. Это как такие вот факторы. Ну, а если мы анализируем системный подход к проблеме, то здесь, конечно же, высвечивается ряд таких вот проблем, как связанных, которые с девальвацией духовно-нравственных ценностей, ориентиров, отсутствие религиозных представлений о духовной жизни, отсутствие идеалов, образцов для подражания, также бродяжничество, суицид, тоталитарные и деструктивные секты, сатанизм, пьянство, наркомания, курение, низкий уровень культуры в обществе, развращающие информационные технологии, преступность, половая распущенность и аборты. Все это взаимосвязано, взаимообусловлено, взаимодополняет одно с другим, как цепочка может привести как раз к такому серьезному неблагополучию. И что же с этим делать? Как же с этим быть? Видите, один из факторов риска – это ненормативная лексика. И я вот сегодня тоже слушаю, вот как идут подростки и разговаривают буквально вот громко, во всеуслышание, разговаривают друг с другом, прилично одетые, такие красивые парни. Видно, что они учатся в школе, не знаю, может быть, я не знаю, скорее всего, в образовательной организации, идут с портфелями и общаются друг с другом такими 10-этажными, можно сказать, матами. То есть даже к своему стыду, мне даже стыдно произносить, вот, что это явление, оно вот присутствует на каждом шагу. И хочется с этими ребятами просто поговорить по-человечески. И спрашиваешь, вот, как случайный прохожий, не оттуда ли вы, ребята? Вы, конечно же, вызывает интерес, почему это прохожие интересуются нами. Конечно же, вызывает недоумение. И вот встает вопрос, а вообще взрослые сегодня насколько замотивированы в том, чтобы проводить какие-то беседы, может быть, и мотивировать подростков на то, чтобы они задумывались над тем, как вредно, как
внутренний человек меняется, как искажается в нем образ, вот образ Божий, даже если вот так вот говорить на языке православной культуры, как в нем искажается, как он себя подвергает различным деформациям в своей личности. И это все отражается, конечно, на будущих установках поведений. Наука на рубеже 20-21 века занималась, исследовала эту проблему сквернословия. Посмотрите, пожалуйста, какие вот авторы здесь приведены. То есть эта проблема, она действительно очень сильно отражается на состоянии общества. В разные времена люди занимались этой темой. И вот сегодня тема отсутствия языковой культуры, она очень распространена в интернете. То есть как молодежь общается в средствах коммуникации через интернет, это, конечно же, тоже сегодня очень стоит остро, эта тема. То, что существуют у нас преступники в интернете, вредоносные программы, интернет-мошенничество, хищение данных с кредитной карты, азартные игры, онлайн-пиратство, интернет-хулиганство, недостоверная информация, материалы нежелательного содержания. И вот посмотрите, как изменился мир, да? То есть еще совсем недавно вот эти проблемы не стояли в одном ряду с проблемами, которые были не в виртуальном, а в реальной нашей жизни. То сейчас наш мир заполонил, конечно же, деструктивный характер именно жизни через интернет. То есть очень многие люди стали жить буквально. То есть мы себе уже не представляем, как сказать, ну, если вот мы забыли свой телефон, который является для нас в первую очередь средством коммуникации, ну, в общем-то, он уже перестал быть средством коммуникации, это постоянно новостная линия, это постоянно мессенджеры, через которые мы общаемся, и, конечно, постоянно ритм жизни заставляет нас быть всегда на связи. Но наши дети, к сожалению, мы не сможем 24 часа в сутки контролировать, что происходит с нашими детьми. И вот здесь вот мы детей должны обязательно просвещать. А мы должны говорить о том, что неважно, кто создал ролик или изображение, если человек делает репост, он является распространителем той или иной информации. Что мы опубликовали на своей странице, это является нашей визитной карточкой. У нас есть сайт Национального антитеррористического комитета, на котором мы можем получить такую полную достоверную информацию о том, что такое у нас законодательство в области антитеррористической деятельности, какие есть, может быть, публикации по этой теме, контакты здесь все даны. И, в общем-то, мы должны на этот сайт, конечно же, вот, если мы хотим формировать вот эту вот правовую грамотность детей, то, конечно же, мы должны учить их чувствовать, что такое ответственность, и в том числе ответственность в интернете. Это наша уже жизнь. И вот чтобы мы не делали 7 раз подумай, 1 раз опубликуй. Вот это такое должно существовать правило. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, какая ответственность, какие статьи, какие штрафы возлагаются на граждан, на должностных лиц, на юридических лиц. Видите, то есть какие цифры здесь приведены. Дальше Уголовный кодекс Российской Федерации, то есть призыв к осуществлению экстремистской деятельности вплоть до лишения свободы на определенный срок деятельности, на определенный срок, лишением прав, занимать определенные должности. Вот. Также наказанием могут быть за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганды терроризма. Дальше у нас есть Уголовный кодекс Российской Федерации. По статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды и равное уничтожение человеческого достоинства» тоже штрафы и привлечение к административной ответственности за аналогичные деяния в течение 1 года наказываются огромными, в общем-то, размерами. Вот тут вы тоже на этом слайде можете увидеть. Что мне бы хотелось еще обсудить с вами?
Понятное дело, что 19 и 21 век – это совершенно разные приоритеты. Мы сами вошли вот в новый мир, который нам показался более свободным. Может быть, мы меньше стали закомплексованы, мы больше имеем прав на свободу самовыражения, на свободу слова. Но мы еще по сути по своей христиане. И 19 век, это и вся тысячелетняя история мотивировала людей к тому, чтобы иметь такие ценности, как храбрость и выносливость, такие достоинства, как честь, милосердие и целомудрие, ориентация на идеал, непреложный авторитет отца, строгость в семейном воспитании, сохранение семейных традиций, скромность, патриотизм, любовь к отечеству, духовность, религиозное воспитание. И вот сегодня у нас общество как-то поменяло свои устремления, и вот мы сегодня очень часто сталкиваемся с такими проблемами, как прежде всего это забота в первую очередь о своем теле, направлены все наши мероприятия, все наши средства очень чаще заботе, в первую очередь о теле, душе как-то не остается времени позаботиться. Дальше у нас раннее половое просвещение и раннее половое воспитание, которое очень часто связано не с целомудрием, а именно с пониманием того, что ранняя половая связь, она, в общем-то, не является, так скажем, сегодня средством к осуждению, а может быть становится нормой, что можно попробовать все, что сегодня имеется, оно все дозволено, однако очень часто это приводит к вседозволенности, мы знаем, что к распущенности, к серьезным последствиям. На первом месте, если выступает успех самореализации, это очень часто я слышу на различных мероприятиях, даже из уст педагогов, успех самореализации на первом плане. Если мы забудем, что такое идеал, то успех самореализации, в общем-то, может привести нас тоже к тому, что в один момент мы почувствуем себя малоуспешными, и это может стать причиной нашего разочарования в людях, в жизни, в самом себе. То есть это тоже очень, извините, такой фактор риска, стрессовая ситуация. Далее, искаженное восприятие семьи, семейных ценностей. Все-таки приоритет должен быть в повышении статуса семьи, приоритет главенства родителей, главенство отца, потому что очень часто роль отца выполняет мама. Вот. И чтобы мы прекрасно понимали, что такое завышенные права ребенка и при отсутствии их обязанностей по отношению к семье. И вот здесь вот личная выгода, стремление жить там, где быть богаче и сытнее, она может привести к людей к тому, что появится такая ситуация, когда не получится жить богаче и сытнее, у человека крах происходит всего его миропонимания, то есть крах всей жизни. То есть человек очень часто бывает не готов к каким-то жизненным событиям, ситуациям, и он не знает, как себя от этого защитить. И самая главная защита от этого всего, это, конечно, умение быть самим собой в любой жизненной ситуации, умение контролировать свои эмоции, сохранять мир в душе, иметь, может быть, вот тот оптимизм, ту уверенность в том, что в нашей жизни не случайно, все закономерно и ничего не случается просто так. Какие выводы мы должны извлекать, какие уроки мы должны извлекать из каких-то, может быть, ошибок, и к этому тоже мы должны учиться и учить наших детей. Отрицание духовных традиций и поклонение кумирам – тоже один из факторов риска. Отрицая духовные традиции, мы таким образом перечеркиваем не только тысячелетний опыт истории, но мы и перечеркиваем опыт наших генетически, так скажем, запрограммированных предков, которые учились в этом духе и учились и передавались эти жизненные ценности из поколения в поколение. И, наверное, вот сегодня отрицать эти духовные традиции, это, где-то может быть кощунство, а где-то может быть это переходит в разряд суеверий, потому что очень часто забывают духовные традиции, люди становятся очень суеверными. И сегодня очень много таких вот оккультных организаций, которые
пытаются представить за духовность, это абсолютно псевдодуховную литературу, в которой именно поклонение, может быть, кумирам является в приоритете, и, в общем-то, чаще всего ведет это тоже к очень таким негативным последствиям для личности. Но об этом тоже сегодня я, может быть, уже немножко и сказала. Опять же, вот очень мне нравятся такие вот художественные произведения, на которые я сама любуюсь, вот как идеал, как образ, да, дворянской семьи, где сформирован уклад, быт, где счастливые семьи, где женщина, она выглядит как заботливая хранительница домашнего очага. И, в общем-то, все это наша с вами традиционная культура, воспитание природой, то есть все это является неотъемлемой частью педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, который и в наше время, его наследие, может помочь нам сделать правильный выбор в отношении своих приоритетных семейных ценностей. Ну и, конечно же, образование – это прежде всего огромное желание почерпнуть богатейший опыт нашей, прежде всего, культуры, традиции, и просвещенный ум. Вот на этой фотографии демонстрируется именно, как в наших школах крестьянских босые дети огромное желание имели учиться, ходить в школу, осваивать знания, осваивать науки с огромным интересом, с огромными такими, может быть, вот здесь даже какое-то слово хочется такое сказать, с огромным желанием быть просвещенным. И все трудности, все задачи преодолеваются, если человек нацелен на позитивное получение той или иной информации. И когда мы с вами на уровне личностных результатов имеем такой результат, как личностная гражданская позиция, на уровне положительного отношения к процессу познания, творчества, все это все-таки учит нас пониманию чувств других людей, их сопереживанию и, конечно же, к пониманию ценностей здорового образа жизни и основ экологической культуры и осознанных устойчивых эстетических предпочтений. Завершая данную презентацию, я хотела бы сказать, что сегодня уже во всех школах внедряются программы воспитания, модульные программы, более адаптированные к условиям, более краткие, более такие конкретные. Все виды, формы, содержания деятельности, конечно, должны быть нацелены прежде всего, я считаю, что на просвещение ума, чтобы наше образование не теряло свои позиции, чтобы мы все его укрепляли, старались друг другу приходить на помощь, когда это необходимо. И я сегодня использовала материалы старшего методиста управления противопожарной службы Пименовой Марины Степановны и Мищенко Нины Михайловны, лауреата Всероссийского конкурса «Серафимский учитель». У нас работала заведующим Центра духовно-нравственного патриотического воспитания. Вот заканчиваю свою презентацию. Ну, практически вот я уложилась в то время, которое мне было отведено. К сожалению, я сегодня не имею возможности посмотреть, есть ли с вашей стороны какие-то вопросы. Не могу сегодня, чата у меня нет, поэтому я сразу извиняюсь, если вот, может быть, такой очень однобокий монолог сегодня получился. Но и те условия, которые мы сегодня имеем, я благодарна Коми Республиканскому институту развития образования за возможность этой площадки в Республиканском консультационном центре. Получаем мы все равно возможность просвещать друг друга и встречаться, пусть, может быть, в другом формате, но тем не менее вот делиться своими знаниями, своим опытом. Это, наверное, для нас каждого сотрудника
системой образования. Это является тоже очень важной задачей, приоритетом. И все мы с вами хотим самого доброго для наших детей, это счастливую страну, в котором будет все хорошо и все будет с нашей, в том числе, помощью, потому что ни один человек на Земле не может решить задачи общественной важности, не чувствуя вот эту вот на себе собственную гражданскую ответственность. Поэтому каждый человек, он имеет желание, возможности каким-то образом проявить себя в той или иной сфере деятельности. И вот, конечно же, я всем от души желаю, чтобы как можно меньше детей у нас было, соучастников каких-то негативных проявлений, чтобы все-таки наши нравственные чувства, они были с нами, и чтобы мы все-таки могли сегодня, как участники образовательного процесса, осуществлять именно миротворческую деятельность, потому что, как сказал наш отец Владимир, может быть, вы его знаете, это отец Владимир, который в Москве, сейчас фамилию его сейчас немножечко уже устала, подзабыла, вылетела у меня из головы. Сегодня буквально слушала его передачу. Он говорит о том, что именно от нашего ощущения, от осознания того, что у нас в душе, будет таким образом выстраиваться наше отношение с миром. Поэтому благодарю вас за участие в вебинаре. Всячески стараюсь всегда быть с вами. До свидания. До новых встреч.